Не надо так вот, что тогда было плохо, а сейчас хорошо, или тогда было хорошо, а сейчас плохо. Везде есть свои плюсы и свои минусы. И в Советском Союзе было хорошо, и сейчас я не считаю, что нас там сильно плохо. Хочу одразу сказать, что я не доверяю вспоминам, я доверяю фактам и документам. Для меня особисто 91 год был самым счастливым, самым лепшим, потому что он предвизначил мою будущую, мой будущий лес. Доброго в Советском Союзе я не бачил, але дренного не могу назвать, потому что так жили все люди. Я стал депутатом горсовета в 90-м году. Я хорошо помню то время, когда пришедшие вот на депутатские места, на свободных выборах люди, не совсем подготовленные, не совсем знающие, вообще не знающие, что это такое, как себя вели. И вот сейчас ведь практически ведь то же самое. Что такое местное самоуправление? Знают люди или нет? Не знают. Что это такое? У меня знакомый один с высшим образованием человек. Это нам не надо. Нам вообще горсовет нужно отменить. У нас человек есть, мы избрали, пускай он с Минска и руководит. И это все в сознании многих людей. Мы точно попали с этой темой в струю. Во-первых, конечно же, сложно не заметить, что 30-летний юбилей – круглая дата со времени начала Новоогаревского процесса, когда в 1991 году попытались все-таки сохранить союз посредством данного процесса. С другой стороны, мы видим, по сути, что Советский Союз, может быть, он де юре и распался, но как цивилизационный концепт он жив сегодня в белорусском обществе. Мы празднуем советские праздники, улицы у нас носят зачастую имена советских лидеров, поэтому мы должны для себя определить, Советский Союз ушел, либо он ушел только по документам, по бумагам. И в головах, мыслях, менталитете мы по-прежнему все те же самые homo soveticus. У нас неплановая экономика, и сегодня она, кстати, еще хуже, чем было в советские времена на территории Беларуси. У нас планово-распределительная. Но если в советские времена были источники сырья и были рынки сбыта, ну, скажем так, рынки сбыта, да, вот, то на сегодняшний день не всегда определены. Ну, во-первых, я бы все-таки говорил о присутствии в большей степени демократии и в обществе, и в экономике, которые были в Советском Союзе. Как бы это странно ни звучало из моих уст. Тем не менее, вот здесь упоминалось и советы народных депутатов, там люди имели мнение. Это профсоюзные организации, спортивные, это те же самые колхозы. Вот. Далее, что мне нравилось в Советском Союзе, это паритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Например, литр молока стоил 8 копеек, а литр солярки стоил 6 копеек. И вот примерно подобное соотношение можно провести, сколько стоил трактор, комбайн. Ну, мы оцениваем не в рублях, а в зерне, допустим. У нас многие производства сначала мы строим, а потом ищем рынки сбыта, причем ищем по всему бывшему Советскому Союзу и даже на Западе. То есть вот эта вот непродуманность, качество планирования. Ведь в советские времена, да, планирование тоже было достигнуто. Вот. Но на сегодняшний день это так тупо делается. Нам надо получить 9 миллионов тонн зерна. А вот просчитывается ли составляющая данного урожая? Увы. Или, допустим, производство техники, МТЗ, МАЗов и так далее. То есть вал они гонят, а рынок сбыта нет. Или, допустим, по Могилеву вагоностроительный завод Могилевский, или тот же самый в Осиповичах вагоностроительный завод. То есть вот имеют какие-то хотелки, но вот качественное планирование в данном случае отсутствует. Поэтому я бы из Советского Союза взял бы более серьезное отношение к планированию. Вот нам рассказывают какие-то вот ужасные вещи, но я не верю в то, что это вообще как-то могло существовать. Я понимаю, что это было, но мне не хочется в это верить, это вообще как что-то... Колбасы не было.
несколько поколений, которые жили в то время, для которых действительно ностальгические какие-то воспоминания имеют очень большое значение. Вот, поэтому, как бы, ну, это очень большой отпечаток отложило на их жизни. Много времени люди прожили в этой стране, поэтому, ну, много кого касается. Вот. А с точки зрения молодого поколения, мне кажется, это все уже в прошлом, это чуждо. Люди вообще не понимают, что это такое. Хорошо, если молодое поколение что-то и знает и со страниц учебников по истории, вот, либо там с роликов на YouTube, но мне кажется, уже... Ну вот люди, которые моложе там 30 лет, кто не застал Советский Союз, для них это вообще что-то такое далекое, и мне кажется, пройдет еще несколько лет, и вообще эта тема, ну, Советский Союз, он же будет полностью забыт и предан забвению. Советского Союзу з колією, що значно менш, чим уже чогось нового. Інших практик, інших побутових ніяких традицій, які зараз у ця студентність уже там, як поглядіць електронну пошту, там, ці, чим ти поїдеш уже на працю. Гэта не настолько там святое советское, нават і уже я мовчу про матеріальне, бо що гэта змянілася, і того Советского Союзу уже амаль ні ў чым немає. При всех околичностях, при всех негативных моментах, вот эти 30 год незалежной Республики Беларусь, это сапраўды важкий период установления нашей краины как незалежной. И мне здаецца, этот процесс с усими тяжкостями будет протягиваться. То пункт бифуркации, то есть, уже пройдены, так что нам остается уже не ностальгировать, а только глядеть наперед. Не надо проводить красных линий. Вот чем отличается современное мировоззрение, современная ментальность от несовременного, скажем так. Ну, я пока так условно называю несовременное. Вот современный человек, он восприимчив к другому мнению, к другому виду, к другому сексу, к другим. А несовременный, ну, можно называть его советником, что можно еще как-то иначе, он все другое рассматривает как враждебное, опасное, ненужное и стремится его уничтожить. Эти нотки сегодня прозвучали, к сожалению, причем от тех, кто себя считает апологетами нового сознания, нового общества. Будьте самокритичнее и все-таки старайтесь избавить себя от этого большевизма. То есть от желания все разделить на наше и не наше. Чи хотел бы я вернуться в Советский Союз? Вот в страшном сне, перекрещуся. Нет. Чему? Видите, вот была такая, молодые люди даже не могут уявить себе, ну, практически все более, ну, там 90, я не помню сколько уже процентов, комсомольцами были амаль все, кто учился в школе. И вот была страшная речь, это ленинский залик. Ленинский зачет. Вы не уявляете, вот настолько он был формализованный, что для меня это усобление формализма в опошние годы перед Горбачевым, вот тогда как раз он стал рушиться, да, вот Брежневский формализм, Черненковский, ну, по-другому при Андропове. И вот беда сегодняшней нашей Беларуси, что тоже вельми шмат формализм. Почему-то вот такие вот чисто персональные уявления, это вот тебя пытают, ты отповедаешь идеалам Ленина, будовника коммунизма тине, и вот ты должен еще сказать, какие у тебя минусы, это все. Не знаю, этот формализм был страшный. И сегодня он так само назирается. Поэтому я не хочу туда вертаться, и все-таки я застаюсь при своей думке, что нельзя сказать, что в 2020 году народилась белорусская нация. Это будет неправильно. Но то, что она вот так ярко выявилась, показала себе, да, но вот эта молодая, особливо у меня даже не столько те выходы, как многие подумают, что я по протесту, не, вот солидарность людей, меня это вельми уразило. Есть ли коронение в Советском Союзе? Ну да, какие-то есть, безумовно, вот всегда общины, где-то люди допомагали в тяжкие хвилины, и там было, не зусім без этого, но все-таки такой взровень, он вельми высокий. Это, напевно, свідчення, что это новые белорусы, что белорусы будущее, как было сказано. Я скажу, что мы делаем такие
публичные площадки для обсуждения не только в Могилеве, но еще в Гродно, например. Образовательные мероприятия делаем в Гомеле и Витебске, и я обращаю внимание на то, что в разных городах по-разному сложилась культура вот этого образования неформального, гражданского участия в образовательных процессах. И банально зачастую люди не верят в то, что есть такие площадки, куда можно совершенно безвозмездно прийти, поговорить, где нет какой-то цензуры или требований к участникам, где важна их личность и их личное мнение. То есть это тоже то, что нужно воспитывать в людях, и то, к чему нужно приучать. Это дело не одного мероприятия, не одного года работы. Благо в Могилеве действительно у нас публика и аудитория, я скажу, со стопроцентной уверенностью одна из наиболее активных в части таких мероприятий. И у нас люди уже приучены к тому, что они могут принимать участие в интересных площадках и свою энергию пускать на развитие города и общества, в котором они живут.